Это вторая часть программы «Серьезный разговор» от 18 июня 2020 года. У нас в гостях, напоминаю, Ильдар Кенебулатов. И он начал говорить очень важную мысль про сохранение и развитие башкирского языка в родительной семье. И я прошу продолжить эту мысль, которая была начата еще в первой части этого выпуска. То есть, конечно, важно сохранить язык в семье, то есть каждый родитель, если он хочет, чтобы его дети знали, то есть должен постараться приложить максимальные усилия для этого. Да, важно образование, сфера образования тоже важна, то есть если не будет в целом образования в школе, в детском саду, наверное, сложно сохранить язык в том числе, но я считаю так, что наиболее приоритетное направление конкретно в данной ситуации – это начинать с самых маленьких детей, потому что с ними мы, по крайней мере, можем работу выстроить по-новому. И плюс цифровой контент для них автоматически дает регенерацию новых детей, которые поступают в обойму знающих башкирского языка. То есть это автоматический процесс будет. И поэтому именно важно начинать с самых-самых маленьких. И именно цифровых продуктов, потому что это масштабируемое. То есть даже не телевидение, не что, а именно цифровое. То есть ребенок, который до 4 лет осваивает башкирский язык, то есть вероятность того, что он даже до школы доберется с сознанием этого языка, она очень высока. А потом уже после решения этой самой главной проблемы параллельно еще нужно браться за какие-то другие, за детей постарше, за взрослых, то есть работать с их знанием языка. Но я считаю, дети самый главный приоритет. И меня очень расстраивает, что то есть это в приоритетах хватило всего на 1 год. Что вы имеете конкретно в виду? Я имею в виду, что действительно в 2019 году были проекты, которые на государственном уровне, то есть как Балалар, детские проекты были поддержаны и получили какое-то финансирование. То есть у нас была возможность эту проблему хотя бы с мертвой точки сдвинуть. Но, например, если по результатам этого года смотреть, даже по конкурсу грантов, то есть видно, что приоритеты изменились, и то есть уже детская тема, видимо, не так сильно волнует вообще и власти, экспертов, что ли. То есть как-то все расслабились, что вроде как проблема решена. Но мне кажется, это не совсем правильное понимание. То есть раз эту тему начали, надо ее дальше продолжать, доводить до ума. И я согласен с Шамилем, что именно до количества буквально в гигабайтах, в часах, то есть нужно увеличивать дальше. То есть без этого мы вряд ли сможем это обеспечить. То есть, например, Балалар сделал 5 роликов, но этого недостаточно. 5 роликов по 5 минут, грубо говоря, это полчаса примерно, да? Общий хронометраж. Там больше, но все равно это капля в море. Наверное. Капля в море, да. То есть, если ребенок увидит 40 минут каких-то мультфильмов, он вряд ли выучит башкирский язык. То есть нужно, чтобы было очень много часов. Да? То есть нужно, как говорил, 3650 часов и так далее. И основной KPI, Key Performance Indicator, это именно хронометраж мультфильмов на башкирском языке. И чем больше мультфильмов на башкирском языке, тем больше вероятность, что язык будет сохранен. И потому что именно дети, они воспринимают кирпичики. То есть язык — это кирпичики. Башкирские слова эсэй, атай, алма, урам и так далее — это те кирпичики, которые в мозг ребенку внедряются, да, и он именно этими понятиями дальше оперирует. И допустим, мы знаем, что у чукчи есть много слов, которые разные оттенки белого цвета, да, за них отвечают. Поэтому чукчи немножко другой этнос. То есть у них есть, допустим, белый одного цвета, белый другого цвета, белый немножко мокрый и так далее, и так далее. В других языках, допустим, в башкирском такого нету, или в русском языке, или в английском. Но для чукчи это нужно, потому что от этого зависит их жизнь, и поэтому у них немножко другие понятия. И язык, вообще есть такое понятие нейролингвистическое программирование, и поэтому язык, он очень сильно влияет на мышление человека, на его идентификацию, идентичность и так далее.
И именно в детском возрасте все это закладывается. И поэтому, если мы хотим сохранить и развивать башкирский язык детям, то нужно, еще раз повторяю, много контента на башкирском языке, и нужно не препятствовать наличию контента на башкирском языке, а как-то всячески помогать и развивать. Вот. У меня такое мнение. Если есть что еще добавить, то прошу. Не, ну здесь реально все просто и все понятно. И вот я скажу больше, что это даже не экспертные какие-то заключения. Каждый родитель, который пытается дать своим детям башкирский язык, он вот то, что мы сейчас проговорили, он это прекрасно понимает. Прекрасно понимает. Он сам вот выйдет и скажет вот то же самое. Потому что это очень очевидные вещи. Я не знаю, почему это не очевидно тем, кто себя там называет экспертами или там, кто отвечает профессионально за эти вопросы, но в целом это, конечно, очевидно. Ну и мы постепенно переходим к следующему нашему пункту, который называется «Особенности работы башкирской бюрократии». Я думаю, что эта тема связана с предыдущей темой, и я тут сразу скажу, что попрошу Ильдара быть не слишком критичным в высказываниях, как бы по определенным соображениям. То есть, прежде всего про себя скажу, я не политик, и так как я не политик, то я не могу на многие моменты влиять. И также я как бы участвую в получении грантов, то есть как бы я хочу получить грант на перевод видеоконтента на башкирский язык для YouTube-канала Bashkirtization, да, вы, наверное, все зрители это знаете. И поэтому я не могу в публичной области допускать со своей стороны слишком таких жестких высказываний, как бы, да, и я прошу это понять. И также Ильдара тоже прошу быть не слишком жестким, но с другой стороны я сразу говорю, что гость передачи как бы вправе давать свои оценочные суждения, а я как автор передачи «Серьезный разговор» не несу никакой ответственности за высказывания своих гостей. И более того, будущим гостям это также адресовано, то есть то, что у нас в этой передаче будут будущие гости, и при желании гости могут попросить какие-то моменты вырезать из передачи, но я надеюсь, что мы этого не будем делать, и поэтому, Ильдар, прошу рассказать про особенности работы башкирской бюрократии. Я к вам обращаюсь с этим вопросом, потому что Ильдар у нас имел опыт работы в Курултае Башкир. Соответственно, я так думаю, что он был такой юноша-романтик, который, пришел в какую-то структуру и думал, что там можно, как-то организовать работу по современным лекалам, сделать как можно лучше и так далее, и так далее. В общем, с чем Ильдар столкнулся, каковы особенности, каков менталитет людей, виноваты ли в этом люди, либо виновата ли в этом система, как это можно менять или там это невозможно сделать. Что вообще вы думаете? То есть расскажите про особенности работы башкирской бюрократии в кавычках. Да, мне просто очень интересно послушать, как это можно дипломатично все выразить и рассказать. Прошу вас, Ильдар. Я, конечно, отличаюсь, известен вообще своей жесткостью, да, в высказываниях. И поэтому я попрошу вас быть более мягким. Ладно. Тут несколько есть аспектов, мне кажется, но я буду рассуждать, то есть описывать свой субъективный опыт и свое понимание, то есть со своей точки зрения. К сожалению, то есть один из важнейших факторов вообще, наверное, в республиканской бюрократии, может и в российской, но этого я не знаю точно, это условное, можно сказать, влияние совка. То есть, что это такое? То есть Советский Союз, видимо, был настолько мощной, сформированной такой системой аппаратной, государственного аппарата, что многие технологии, подходы, мышление функционеров в этой системе, оно, в общем-то, наверное, дошло до нашего времени. Хотя, казалось бы, ситуация вокруг уже давно все поменялась, но люди, как большую реликвию, эти подходы, они тащат в будущее и дальше. И первый вообще и самое основное, с чем я каждый день сталкивался и с чем, наверное, боролся, это такое условное проявление совка. То есть оно проявляется от коммуникации простой, письменной коммуникации, например, чиновников между собой или с людьми,
до каких-то подходов к решениям, то есть, вот, например, выработка решений, да, например. То есть, есть куча моментов, где это отражается и где это потеряло свою актуальность. То есть, в принципе, так уже не нужно работать, но люди как-то привыкли, и это из поколения в поколение передается, вот как семейная реликвия, как подход какой-то к мышлению. Вот. И, к сожалению, вот с этим пока никто не придумал, что с этим делать, потому что это очень массовое явление. Вот. Я думаю, что даже современные власти, администрации, вообще, чиновники, которые, может быть, более современно мыслят, они, скорее всего, с этой проблемой также сталкиваются каждый день и борются с этим. Мое мнение, что они с этим борются. Я хочу добавить, я даже думаю, что как бы на более высоком уровне есть люди, более понимающие ситуацию, и они, когда смотрят, что там на более низовом уровне происходит среди их подчиненных, они очень сильно как бы в ступор впадают, потому что люди не могут правильно выполнить те распоряжения, приказы, которые им могут дать. Вполне возможно, да, то есть такое допустить. То есть тут, скорее всего, речь идет в том числе о менталитете людей, как бы, да, о подходах, о том, что они вообще, не все из них понимают вообще, как все может быть организовано, что такое KPI, какие-то другие моменты, да, вот, извините, что я перебил, да, продолжайте. Да, то есть причин конкретно, почему это у нас очень до сих пор популярно, я думаю, что первый президент еще республики, он сильно этому поспособствовал. То есть он до последних дней своего правления, в общем-то, культивировал продолжение этой модели. То есть известный пример Беларуси, да, то есть вот в Беларуси тоже вот эта система госуправления и вообще культивирование вот этого подхода, мышления, оно тоже возвело в абсолют и сохранил до наших дней. Вот. И мы не случайно, у нас даже аббревиатура похожа, РБ, то есть мы очень такие интересные в этом смысле, мне кажется. Я извиняюсь про Беларусь, но я знаю, что там сейчас очень много хороших программистов, которые именно не могут себя реализовать в рамках какой-то бюрократии. То есть, грубо говоря, есть неблагоприятный adverse selection, так называемый, да? То есть неблагоприятный отбор, когда речь идет про какие-то такие моменты, так выстроена система, карьерной лестницы и так далее. Но они, соответственно, из них получаются хорошие программисты. И вот я хочу сказать, обратиться к тем башкирам, которые живут в деревнях. Значит, если вы видите, что вокруг вас много людей, которые бухают, которые ничего не знают, которые, не хотят самообразовываться, вы понимаете, что с большим количеством людей вашей этнической группы нельзя создать команду, потому что у них менталитет соответствующий, нельзя как-то взаимодействовать нормально. То есть футбольную команду сделать сложно. Но вы можете стать индивидуальной личностью, то есть если вы программист, если вы айтишник, то вы хороший программист, и вы что-то там умеете, например, сайты делать и так далее, то вы можете спокойно вылезти, и никто не сможет вам помешать. И вы сможете самообразовываться, те же самые Coursera, там разные курсы, там мобильные приложения, всему же это можно учиться онлайн, через интернет, и даже бесплатно. Соответственно, вот IT, возможность выхода в интернет, даже при тех условиях, когда вокруг вас алкоголики, люди, которые, имеют не совсем успешный менталитет, даже вот в этом случае интернет позволяет вам выйти в люди. И я думаю, что вот такое небольшое замечание, IT, интернет — это то, что это база данных всех знаний, которые есть у человечества. И любой может к ним подключиться. Если ваши мозги достаточно развиты, вы знаете там английский язык, еще что-то, то вы сможете всему этому самообучиться, и никто не сможет вам помешать. Никакие чиновники, никакая бюрократия. И прежде всего это индивидуальная игра. То есть вы один в поле воин. Если это айтишник, то один в поле воин. Вот. Можно так сказать, да? Как вы считаете? Мое личное мнение, что все-таки команда важна. Но здесь вот я добавил бы. Команда нужна, если серьезный проект. Команда всегда нужна, любой проект. Если делать сайты, там какие-то мелкие, то вот если сравнить людей, которые там идут работать трактористом, да, там за 20 тысяч, и человек, который, умеет делать сайты, там 150-200 зарабатывает, то это уже колоссальная разница.
Но все-таки вот пока вот опыт мой говорит о том, что команда важна, но здесь есть такой фактор. То есть сейчас есть же интернет, и то есть вы не одни, вы никогда не одни. То есть вы можете найти единомышленников, каких-то коллег новых себе, работу, то есть находясь где угодно. Вот, сейчас действительно уже нет ограничений. Вот та же Белоруссия, про которую мы говорим, они почему такими стали, да? Почему вот, программистов у них много? А у них нет нефти. Если у нас до сих пор любой человек там, нашего возраста там, в деревне, единственный вариант ему там зарабатывать деньги — это ехать куда-то там, в нефтянке работать, в Сибири где-то работать. То есть у него особый вариант, или там в предпринимательство куда-то идти, в лучшем случае. Вот, то есть не так много вариантов. В основном нефтянка или зависимые какие-то области. Вот, то у белорусов нет нефтянки, у них нету такого. И они такие сидят, думают, а что мы можем предложить миру? Вот фильм Дудя известный, там эта тема очень классно раскрыта. Силиконовая долина. Силиконовая долина, да, Кремниевая долина. То есть там вот этот момент, я считаю, что вот этот момент самый лучший и важный для нас, для жителей республики, момент в этом фильме, что у белорусов нет нефти, и они стали нужными всему миру, потому что они осознали эту проблему. Даже, и они, несмотря на весь этот режим, старый, советский, и все прочее, они смогли стать таким вторым Израилем. Это действительно, это правда, и это действительно хороший пример для нас. Но конкретно у нас проблема такая, что мы до сих пор верим в нефтянку, условно, и мы до сих пор верим, что как будто все так и будет дальше продолжаться. Хотя уже мир посылает нам очень много сигналов, что нет, товарищи, так дальше не будет. А мы на самом деле самая зависимая от нефтянки республика и вообще регион в составе России. Мы просто очень сильно зависимы от нефти. Вот, не знаю, Хамао может так зависеть от нефти, и мы также сильно зависимы. Но у нас-то людей гораздо больше. Вот мы супер зависимы от нефтянки. И нам срочно что-то нужно делать, потому что совершенно не факт, что мир вернется к тем показателям, то есть к той зависимости от сырья, которая вот была вот в предыдущие десятилетия. Вот да. Совершенно. И что мы тогда будем делать? Я думаю, что нам нужно будет делать то же самое, что белорусы делали, скорее всего. Согласен с вами. То есть я когда говорил про индивидуалистов башкирских, да, я имел в виду, что вот если вы живете в башкирской деревне, именно вокруг, такие люди, которые не думают о завтрашнем дне, то вы можете самообразоваться и как минимум не умереть с голоду. Вот что я имел в виду. То есть, да, естественно, можно найти единомышленников, создать какие-то команды, вместе программировать, это естественно, да. Но я имел в виду именно в этом контексте, потому что футбольную команду, чтобы сделать, нужны хорошие футболисты. Если их нет, то футбольная команда не получится. Но если у вас есть интернет, то вы сам по себе можете что-то из себя представлять. Вот что я имел в виду. Даже если вокруг вас немножко несовременные условия, немножко люди отставшие в развитии и так далее, и так далее. Хорошо. Вот мы пытались с вами говорить про особенности работы башкирской бюрократии. Вот, может быть, вы на эту тему что-то хотите добавить? Да, конечно, я хочу добавить. Потому что, я извиняюсь, что перебиваю. На самом деле, по моим наблюдениям, в составе башкирской бюрократии есть и достаточно высокий процент, достаточно хороших таких людей, что называется рухой кошелярь. Но я очень часто наблюдаю и в соцсетях, и в каких-то других вещах, что их, рух, их, желание что-то хорошее сделать уходит в гудок, то есть в ничто, в какие-то эмоции, в какие-то, посты, то есть какую-то пользу они вряд ли приносят нации, то есть, либо приносят слишком небольшую, но и при этом не затрачивают свои эмоциональные усилия и так далее, и так далее. То есть вот, может быть, вы когда будете говорить про... И еще один момент. На самом деле, если проанализировать вообще башкирский этнос, то башкирская бюрократия – это не самая плохая часть этого этноса, потому что, скажем так, башкирская бюрократия, они, по крайней мере, в основной части не алкоголики, по крайней мере, они
значит, умеет слова связать, писать какие-то там докладные записки, постановления, то есть и так далее. То есть у них есть какой-то такой минимальный базовый уровень образования, они не умеют самостоятельно мыслить, но они хотя бы не полные дегенераты, скажем так. И поэтому, то есть я бы не стал бы, то есть вот нужно понимать, согласно Альберту Эйнштейну, да, все в мире относительно. И нужно понимать, что в целом как бы вся совокупность, что из себя представляет, да, и что из этой совокупности представляет из себя башкирская бюрократия. И если вот понимать, что значит, вся совокупность не слишком развита, то как бы та часть, которая является бюрократией, она, собственно, и не может быть слишком сильно развита, потому что она из общей совокупности. Вот это я хотел бы сказать. То есть это защита, значит, бюрократии и так далее, и так далее. То есть они, по крайней мере, выполняют какие-то приказы, там, за счет них там, государственность какая-то там существует, там, вертикаль, еще что-то, то есть, ну и так далее. В общем, да, я добавлю. То есть есть вот разные аспекты, то есть с какой стороны на эту бюрократию вообще смотреть. Естественно, это очень сложное явление, то есть нельзя там в черное и белое только превратить. То есть, конечно, очень много людей, которые действительно переживают, там, действительно вкладывают в себя. То есть я же говорю больше именно про подходы управления. То есть вот, мне кажется, самое важное здесь это разница в подходах управления или состоянии подходов к управлению. То есть это ключевой элемент бюрократии. Значит, бюрократия не монолитна, понятно, что там большая часть вот людей это действительно вот это люди советской вот этой философии, так скажем. Есть более современная часть, такая, скажем, более органично сочетающаяся вообще с общероссийской бюрократией. То есть сейчас вот в последнее время таких людей, наверное, в системе стало больше. В чем проблема конкретно вот этой группы, вот этого подхода такого государственнического такого менеджмента а-ля капитализм стайл, я бы так сказал. То есть в духе американского капитализма середины 20 века. То есть когда менеджмент больших корпораций. То есть это когда большие проекты, такие какие-то суперпрограммы, там что-то государство всегда пытается что-то такое большое, мощное, технологичное, там такая индустриализация 2.0 такой. То есть и вообще люди, которые государственными процессами управляют, они себя вот как будто, они себя чувствуют как менеджеры какой-то большой корпорации, как такой корпоративный подход. То есть в чем слабость вот этого метода и в чем его то есть проблема? Дело в том, что те вызовы, которые у нас сейчас есть, многие, то есть мир же меняется резко там, и, соответственно, нужно менять подходы к управлению. Они недостаточно гибкие и недостаточно прозрачные. То есть, например, когда ты твоя идеология создать какую-то большую мощную программу, ты можешь не успеть за изменениями, более быстрыми какими-то изменениями, которые тут же происходят. Ты не успеешь, ты пока 5 лет какую-то суперпрограмму реализуешь, большую корпоративную, так скажем, стратегию, все поменялось уже, и все это стало неактуальным. Например, есть стратегия развития Республики Башкортостан до 30-го года, вот, она уже потеряла актуальность. А что там написано? Это стратегия социально-экономического развития, то есть она описывает, как республика должна развиваться до 30-го года. То есть они пишут, мы хотим, чтобы ВВП населения было такое-то, численность такая. Да, мы прогнозируем, что будет вот так-то, вот такие-то приоритетные направления. И вот прошло всего несколько лет с момента его принятия, она уже потеряла актуальность. Это пример того, где слабость этого подхода, то есть недостаточной гибкости. Потом есть подход с общим пониманием корпоративности, когда государственная система превращается в такую корпорацию. Это тоже большая проблема, потому что она не совсем адекватно начинает взаимодействовать с людьми вовне, то есть с обществом.
И вот я считаю, что есть проблемы взаимодействия. И приходится городить всякие там информационные системы, какие-то куча вспомогательных там систем. Там Придумать симуляторы. Ну, то есть очень много штук, которые Ну да. как будто бы призваны заместить вот это недостаток взаимодействия, недостаток обратной связи с корпорацией. Я бы даже больше сказал, извиняюсь, что я перебиваю. Значит, вот когда говорят про гражданское общество какое-то, да, я, к сожалению, сделал выводы, что, может быть, это слишком жесткое будет утверждение. В общем, для того, чтобы... То есть у нас нет башкирского гражданского общества, как бы это раз. У нас даже, вот это в моем понимании, может быть, я кого-то обижу этими словами, то есть я делю 4 стадии, я выделяю 4 стадии развития, значит, общества. Первая я называю, очень такая жесткая стадия, это внутриэтнический каннибализм. Это вот я отсылаю к трагическим событиям Голодомора 20-х годов, когда в башкирских районах на востоке Башкортостана примерно треть населения, значит, погибло из-за голода. Ну и я это называю внутриэтнический каннибализм. Второе это я называю стадо. То есть как бы вторая стадия это стадо. То есть когда общество представляет из себя некое стадо. Да, то есть третья стадия это просто общество. И четвертая стадия это гражданское общество. В моем понимании этнос может стать нацией, а нация это организованная группа людей, прежде всего, да, и там как бы есть дальше продолжение определения. Да? Вот в моем понимании, значит, ну, во-первых, разница между этносом и нацией. Да? Этнос это, я, конечно, понимаю, я немножко в другую тему ушел, но я должен сказать, потому что это связано с темой, вот, потому что какое общество, такая бюрократия и так далее, и так далее. Без этого понимания не будет. То есть этнос вообще, вот как сказал, по-моему, Столыпин, народ, лишенный национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие нации. И если мы посмотрим на численность людей, которые называли себя башкирами по переписи, и так далее, то мы увидим, что, возможно, они не были нацией, а возможно, они были этносом. То есть из этноса сделать нацию можно. Как бы, да? То есть, если вы нация, вас переделать в другую нацию невозможно. Если вы не нация, вы этнос, ну, вам придут одни, скажут, что вы давайте на этом языке говорите, давайте мы вам такую-то идеологию внедрим. И так далее. И вы, как послушные овечки, будете делать все, что вам скажет государство, там, какие-то чиновники, там, какая-то идеология и так далее. То есть нация, она имеет резистентность. Да? То, что нация – это организованная группа людей, которая способна самовоспроизводиться и так далее, переносить геном в следующее поколение, переносить свой язык, культуру и так далее. Это нация. Этнос – это просто какая-то этническая группа, которая на каком-то языке говорит, которая друг друга подставляет, которая, извиняюсь, делает друг другу не очень хорошие вещи. Да? То есть это совершенно не нация. И в моем понимании, вот, допустим, есть люди с диаспорным менталитетом, которые являются нацией. Да? Вот, допустим, евреи – это нация, армяне – это нация, чеченцы – это нация. Да? Потому что они в любой обстановке, где они появляются, у них соответствующий менталитет, они друг друга поддерживают, и они нация. Этнос – это такая ситуация, когда взаимоотношения между людьми, пусть они даже говорят на одном языке, такие, что они друг друга не поддерживают, мешают друг другу и так далее, то есть это этнос. И, как говорил Столыпин, народ, лишенный национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы, другие нации. Да? Вот в моем понимании как раз навоз – это и есть этнос. И из навоза могут появиться цветы. Цветы – это нация. Эволюция – это процесс движения от этноса к нации. И если говорить про стадии развития общества, вот про 4 стадии, которые я говорил, внутриэтнический каннибализм, который был значит, во время Голодомора, ну, извиняюсь, это моя трактовка, да. Следующая стадия – это стадо, какое-то этническое стадо. Следующая стадия – это общество, и следующая стадия – это гражданское общество. Так вот, нация, она может появиться только если есть общество, либо есть гражданское общество. Да? То есть, когда есть такая стадия взаимоотношений между людьми, что у них гражданское общество, ну, либо хотя бы общество просто, тогда они могут сформировать нацию. В моем определении нация не привязана к какой-то там государственности, там, территории и так далее. Да? То есть в моем определении нация – это именно взаимоотношения между людьми,
организованная группа людей, которая, соответственно, ведет себя определенным образом. Да? Вот, например, в вопросах перевода видеоконтента на башкирский язык там, и так далее, и так далее. Потому что вот даже кейс с евреями, да, он как бы показывает, что у евреев долго не было государства своего, Израиля. Да? Но вот они были нацией, они были организованной группой людей, они верили в свою религию, у них, значит, раввины, значит, переносили все это, все эти вот книги и так далее, и так далее. И вот эта вся традиция, она сохранилась, и в определенный момент исторически они, соответственно, создали свою государственность. То есть они были способны воспроизводиться, и они были нацией. Если бы они были этносом, они бы не создали бы государство. То есть, как бы, да? Это нужно понимать. И если представители какого-то этноса уничтожат, то они никогда никакую нацию не создадут. Как бы, то есть, да, то есть никакую государственность тоже не создадут. Вот. Это такое небольшое лирическое отступление, достаточно большое. Я не буду это вырезать. Я понимаю, что это, конечно, достаточно жестко. Вы вообще согласны в целом, что я сказал, или как? Ну, я, наверное, не совсем согласен. Не согласен, есть, да? У меня, да. Ну, давайте. То есть, вообще я считаю так, что то есть, вот это классическое определение нации, то есть это довольно такая модернистская штука, то есть она, наверное, была достаточно актуальна, например, в 19-20 веке. Вот. В современном, более таким сильно глобализованном мире вообще понятие нации переживает серьезный кризис. Вот реально. То есть, и вот это даже подъем некого национализма, который наблюдается, возможно, он связан не только с тем, что эта тема становится актуальной в хорошем смысле слова, а это такой реакция на то, что общий процесс, общие тренды идут в сторону глобализации гораздо сильнее. Да, согласен. То есть это такой истерический такой выпад, то есть у людей внутри все равно еще модернистские концепции в голове, в целом у нас всех, то есть и меня, и тебя, и вообще большинство людей живут таких модернистскими представлениями, то есть то, что в нас заложили, то есть наши предки, так скажем, да, вот, нам это понятно, это все просто, но по факту, если вот взглянуть в целом на мир и вообще что-то происходит, то есть очевидно, что многие из этих концепций переживают упадок. То есть реальность такова, что действительно многие вещи переживают упадок. И, естественно, желание людей вернуть то, что было хорошо. То есть вот было же хорошо, давайте вернем, как было. Но проблема в том, что многие из этих вещей являются органическим развитием вообще ситуации в целом. То есть вот, например, мое мнение такое, что вряд ли глобализация в целом продолжит, то есть остановится, так скажем. То есть я предполагаю, что с развитием технологий и вообще современной экономики, то есть никаких предпосылок к тому, чтобы остановить это, нету. Но то есть я думаю, что будет вот так. То есть понятие нации, как вот штука предыдущего поколения, будет ослабляться постепенно. То есть, например, и попытки элит, национальных элит сдерживать этот процесс силовым путем, там, любыми другими, то есть военным путем, они, конечно, то есть они серьезные, но чисто такой общий глобальный процесс, он идет неумолимо, незримо, вот, и вряд ли в обозримом будущем удастся это остановить. Вот, между тем растет роль неких общественных структур, которые не являются ни этносом, ни нацией. То есть они это, назовем это, некие сообщества. Сообщества, чем они характерны? То есть у них какая-то более простая идея, то есть лежит в основе создания, то есть какая-то, не знаю, профессиональная близость, там, не знаю, культурная близость, какие-то некие, то есть и вот эти множество вот этих связей, которые формируют вот эти сообщества, и наслоение друг на друга вот этих сообществ, которые зачастую являются глобальными, оно все играет все большую и большую роль. И я думаю, что то есть в перспективе, возможно, в будущем, мы сможем говорить о наличии не только этносов, там, народов, не только наций,
но и каких-то неких других новых структур, которые с современной точки зрения являются не до конца понятными, но в будущем будут как бы обычным явлением, мы будем думать, как бы. И влияние этих сообществ в глобальном масштабе может быть сильнее, чем влияние отдельных наций на глобальный процесс. Я полностью, Ильдар, согласен. Единственное, я хочу сразу сказать, что я, когда говорил про нации, я говорил исходя из своего определения, и это определение я не дал, не полностью дал. Поэтому, возможно, вот как бы такой момент возник. То есть я просто противопоставил два понятия этнос и нация, да, как бы исходя там из тех определений, которые я еще не дал. То, что ты сказал, я считаю, что как бы я не вижу противоречий тому, что я до этого говорил. То есть я полностью согласен. Действительно, глобализация идет. И если мы хотим сохранить башкирский язык, то есть вот смотрите, есть, вот давайте все-таки тогда нам придется немножко уйти, опять же, по поводу из темы цифровизации, немножко в другую сторону. Вот есть понятие примордиализм. Да? Есть понятие, соответственно, как это называется, второе понятие на букву К, конструктивизм. То есть вот, что такое конструктивизм? Вот я проснусь завтра и решу, что я хоббит. Да? Вот я хоббит, и, соответственно, я говорю на хоббитском языке, придумаю хоббитский язык. Полечу на какую-нибудь планету Марс и скажу, что Марс — это Хоббитленд. Соответственно, да, и возьму с собой людей, детей каких-то, научу их, значит, компьютер научу хоббитскому языку и внедрю им мозги, что они все хоббиты, и у них хоббитский язык. Это чистый конструктивизм, будет хоббитская нация. Если они не будут друг друга жрать, извиняюсь за такое выражение, да, будут друг другу помогать, колонизировать другие планеты, у них будет правильная система отношений, то есть система развития у них будет либо общество, либо гражданское общество, да, вот как бы в такой градации. То есть у них не будет внутриэтнического каннибализма, когда они из-за голода друг друга жрут. У них не будет стада, когда, значит, они друг другу делают плохие вещи, там, исходя из зависти, из расового менталитета и так далее. То есть у них будет какой-то нормальный менталитет, нормальные взаимоотношения, тогда из них, в принципе, получится хоббитская нация. И это будет, я могу совершенно разных, значит, представителей вида Homo sapiens набрать и сделать из них хоббитскую как бы, нацию. Да, вот, как бы, это чистый конструктивизм. Примордиализм – это когда, значит, привязанность к земле. То есть вот наши предки жили на этой земле, там такая-то государственность, там, значит, вот давайте отдадим жизни за эту землю, там, язык наш, туда-сюда, там, в общем, это вот примордиализм, как бы, да, там какие-то идеологии и так далее. И вот есть, как бы, там, у Гумилева, там, у других вот, людей, которые рассуждают на тему нации и так далее, есть некое такое противопоставление примордиализма и конструктивизма. На самом деле, я думаю, что тут никакого противопоставления быть не должно. Есть и то, и другое одновременно. Потому что нацию, конечно, можно создать с другими людьми из другой этнической группы. Да? То есть, как бы, грубо говоря, вот пойти к французу и сказать: уважаемый месье такой-то, не хотите ли вы стать членом башкирской нации? Конечно, да, то есть, как бы, можно так попробовать сделать, но, во-первых, вряд ли он согласится, потому что ему вряд ли это нужно, да, как бы, и так далее, и так далее. То есть, сделать людей членами башкирской нации можно, прежде всего, из представителей башкирского этноса, прежде всего, да, то есть, чтобы их предки были там башкирами, там, еще что-то и так далее, то есть, как бы, язык у них был там какой-то более-менее близкий и так далее. Вот, как бы, такая очевидная вещь. Вот. И мы поговорили с вами про... Иногда я перехожу на «ты», иногда на «вы», как бы это совершенно можно понятно. «ты». Можно «ты», да. Иногда я начинаю умничать и перехожу на «вы». Значит, смотрите, давай перейдем на следующую тему, которая называется «Цифровой концлагерь и как цифру заставить служить во благо башкирской нации». Я бы на самом деле вот хотел кое-что добавить к вот этим философской, да, вот этой теме, то есть 5 копеек свои вставить. Я думаю, что спор примордиалистов и конструктивистов сейчас в некотором смысле потерял актуальность. Актуальность, да. Сейчас объясню почему. Дело в том, что мы, в принципе, до сих пор живем в мире, который создан во многом конструктивистскими концепциями. То есть
Советский Союз — это прекрасное воплощение, идеалистическое воплощение модернистских подходов, модернистской философии. Конструктивизм в нем является одной из самых, ну, как сказать, важных вещей, да. И в принципе, я не знаю, это может печально и хорошо одновременно, что даже вот башкирский этнос в существующем виде — это в целом продукт модернистских концепций, так скажем. Ну, во многом, в современной форме. Хотя мы привыкли думать, что вот все вот от земли, от сахи, это не совсем так. Ты все-таки думаешь, что... Я думаю, что роль конструктивистских подходов и вообще вот то, как это все создавалось в свое время, в том числе и идеологами национальными, оно, ну, то есть в их действиях вообще, в том, что происходило, много конструктивистских концепций, представлений. Это нормально для того времени. И, ну, то есть мы, в принципе, живем в мире, который создан фундаментально, создан то есть в рамках модернистской философии европейской. И то есть в нас внутри модернистская философия до сих пор как бы не искоренена, да, так скажем. Вот. Хотя мы уже вступили в какой-то новый мир, который до конца и непонятен. То есть мы даже не отрефлексировали, не поняли, не описали его до конца. То есть непонятно, что происходит. Я думаю, что возникают какие-то новые дискурсы, и надо вылазить из старых штанов. Простой пример, возвращаясь к языку. Вот сейчас есть некий спор на тему северо-западного диалекта. То есть это попытка закрыть гештальт, старый, там, вековой давности гештальт, как раз созданный из-за вот этих конструктивистских подходов. То есть конструктивистский подход, те, кто создавал башкирский этнос и вообще Башкортостан в существующем виде. Не это нация. Ну, да. Не совсем нация, да. Ну, понятно, то есть в существующем виде ситуацию, кто создавал, они вот так видели этот мир, и то есть вот в наследство нам осталось. И уже сейчас общество пытается отрефлексировать эту проблему и как-то закрыть ее, что ли, ну, как-то максимально выгодным для всех образом. И это не получается. И вот возник такой спор, скандал, что вот есть северо-западный диалект, там вот этот диктант, там прочее. Вот для меня, человека, который живет в мире информационных технологий, где преобладает уже, так скажем, постмодернистские концепции во многом, философия, для меня вот эта проблема кажется неактуальной. То есть вот, например, это простой, понятный для всех пример. То есть я считаю так, вообще не важно, как ты пишешь. Вообще не важно. Важно, вот, воспринимает тебя компьютер или нет. Вот ты, например, есть же шутка вот, про шотландцев и Siri, где, сказать, шотландец там что-то диктует Siri, а она его не понимает. Вот это проблема. Вот это реальная проблема. Если Siri не понимает шотландского говора, английского языка, то это проблема шотландцев. А вот то, как они пишут, там вообще пишут они как-то или нет, вообще абсолютно никакого значения не имеет. И сейчас вот для башкир, то есть в принципе можно даже не пытаться всех башкир пытаться научить писать по-башкирски, но вот заставить компьютер понимать башкирский в любом из его проявлений очень важно. И соответственно, вот на мой взгляд, совершенно не актуален и сам диктант. Ну, то есть я уважаю и к организации имею отношение к диктанту, но по факту это модернистская штука, которая нам досталась в наследство от предков там столетней давности, так скажем, да? Вообще не важно. А вот важно, понимает компьютер то, что ты ему говоришь, или нет, понимает он башкирский язык или нет. Причем он может считать, ну, то есть если мы считаем, что северо-западный диалект, а это, кстати, научный факт, что это является общего комплекса башкирского языка, вот, то значит компьютер, когда идет речь про башкирский язык, должен понимать и диалекты в том числе северо-западный. И любой другой диалект должен языка понимать, и любой говор должен понимать, и дефекты речи там, конкретного человека, особенности, тоже должен уметь понять и нивелировать, и вот это все. Чем точнее он понимает, тем, значит, лучше ситуация башкирского языка. А как ты пишешь, умеешь ты писать или нет,
как ты говоришь, там, там, вообще не имеет никакого значения. И вот этот спор, это, ну, это, кстати, вот показатель, вот мы об этом говорили. Уровень развития башкирского этноса. Это даже показатель не развития этноса, это показатель того, что мы живем в устаревшем дискурсе. И те люди, идеологи, которые нам навязывают вот этот способ закрытия гештальта, они, в принципе, оперируют устаревшими подходами. И в чем проблема? То есть, вот, говоря про бюрократию, что это может привести к плохим результатам. То есть они пытаясь, то есть бюрократия в целом и общество, элита общества, пытаясь решить проблемы таким образом, они могут, как сказать, выйти как минимум к игре с нулевой суммой, ничего не получив как бы положительного, да, а в худшем ухудшить ситуацию. Я вас понял. Если позволите, я тогда по поводу северо-западного диалекта тоже выскажусь. Ну, немножко издалека. Я, во-первых, разделяю понятие идентичность, язык, в том числе диалекты разные, и религия. Соответственно, любой представитель вида Homo sapiens может иметь любую идентичность, любой язык, любую религию. Это может быть совершенно разное. Значит, то есть человек, допустим, башкир, по национальности сам себя считает таким, у него идентичность такая, но говорит он только по-русски, да, потому что не знает башкирского. И религия, допустим, атеист, то есть, либо там мусульманин, либо еще что-то, то есть у него может быть любая религия. Да. Вот я, например, знаю, что в Фейсбуке видео даже есть башкир-католик, значит, такой любопытный пример. Вот. Соответственно, я разделяю эти понятия. Далее я просто знаю историю, ты тоже, Ильдар, знаешь, как вообще была история с литературным башкирским языком, значит, что было там вилочное восстание там, да, на Западе там, и так далее, что этот язык литературный появился уже после подавления вилочного восстания, когда, значит, с лозунгом «Бессмертный башкирам» там была очередная фаза геноцида, и люди просто из соображений безопасности могли иметь желание, значит, не записывать себя соответствующей национальностью и так далее, и так далее. То есть этому может быть посвящено отдельное видео, я не хочу глубоко лезть в политику. Я хочу сказать, что на самом деле, во-первых, я вижу в истории с северо-западным диалектом историю, связанную с переписью, предстоящей будущей переписью. Во-вторых, я не вижу в этой особой проблемы. То есть я как бы стою на принципах того, что каждый имеет право иметь любую идентичность, любой язык, этническую идентичность, язык, религию, то есть полная свобода. И исходя из этих принципов, люди, которые говорят на западном диалекте, северо-западном диалекте башкирского языка, они имеют полное право быть башкирами, быть принятыми в башкирское общество, если они захотят, право самовыражаться на северо-западном диалекте и так далее. То есть, потому что если это не сделать, то они могут полностью, окончательно потерять любые стимулы для любой ассоциации себя с башкирским этносом, как бы, да, со всеми вытекающими какими-то негативными последствиями, которые могут быть. Но при этом я не хочу, чтобы это было во вред литературному башкирскому языку, на котором я говорю. И, соответственно, я думаю, что в данном направлении я поддерживаю оба направления. То есть я хотел бы, чтобы одновременно и развивался литературный башкирский язык, и одновременно люди, которые говорят на западном диалекте башкирского языка, как бы, чтобы они соответствующую идеологию историков, которые истории башкирских родов там и прочее, как этот сайт называется, Башархив, по-моему, чтобы они, значит, люди, которые имеют татарскую идентичность, чтобы они, значит, познакомились с тем, что указано в исторических источниках, и чтобы они поняли, что, в общем-то, их предки до революции и много-много десятилетий, столетий до революции, они были записаны, сами себя записывали в графе национальности, они себя записывали башкирами, именно для тех, у кого действительно так было, да. И вот в какой-то момент, там, после, значит, подавления вилочного восстания, значит, они вдруг, эти предки, записали себя татарами. Но и что язык литературный башкирский был создан, где халмхалет говорится, да, там и так далее, который отличается от их диалекта, соответственно, от того, что они считают татарским языком, то есть потому что разделение произошло именно искусственно. Специально создали, значит, Татарстан, выделили, там сделали татарский язык,
специально максимально отличающийся от татарского языка сделали литературный башкирский. И, соответственно, это было там как бы такое некое разделение. И вот в тот момент, когда институализируется, то есть дается право, то есть как бы говорится, ребята, ваш язык, на котором вы говорите, это не обязательно татарский язык. Этот язык, конечно, он близок, даже, возможно, более близок к татарскому языку современному, да, чем к литературному современному башкирскому языку. Но вообще-то, вот мы сейчас объявляем, что ваш язык – это северо-западный диалект башкирского языка, и вы имеете право на нем говорить, иметь учебники там, и так далее, и так далее. То есть, как бы, это удар по возможной смене ими идентичности. То есть, как бы, да, то есть, вот сейчас я объясню. То есть, потому что вот я наблюдал, как бы, что думают как бы татарские наши партнеры. Татарские партнеры, они, соответственно, им это очень сильно не понравилось. То есть им не понравилось то, что, значит, пытаются, ну, как бы, уже как бы это сделано, институализировать северо-западный диалект башкирского языка. То есть, по сути, они хотели их сектаризовать за счет языка и так далее, и так далее. У них выбивается почва под ногами, то есть они уже не смогут как бы навязывать этническую идентичность за счет языка. Потому что вот у большого количества людей почему-то, может быть, за счет их менталитета, там, непонимания, им специально так внедрили, что ваша национальность зависит от того языка, на котором вы говорите. Раз ваш язык, соответственно, близок к татарскому, значит, вы татары. И у них так в голове сидит. В тот момент, когда им говорят и показывают, что, ребята, тот язык, на котором вы говорите, не является татарским языком, а он является северо-западным диалектом башкирского языка, в этот момент, и плюс к этому еще показывают им данные переписи, которые были до революции, да, то тут уже у нормального человека возникает вопрос, а почему я себя должен считать татарином и считать этот язык татарским, если вот официально говорится, что этот язык, вообще-то, на котором я говорю, это не татарский язык, а северо-западный диалект башкирского. И вот есть переписи, где мои предки до революции были башкирами несколько поколений. Да? И тут уже возникает вопрос, почему мои предки в определенный момент записали себя там, значит, людьми другой национальности и так далее, и так далее. Но тут мы помним, что до революции были великороссы, малороссы и белорусы, не было никаких русских, да, мы это все знаем. Много чего другого было. И так далее, и так далее. Я сейчас не хочу, мы сейчас очень глубоко уходим в другие темы. В политику да, глубоко. Поэтому давайте пока не будем на эту тему. Но я на самом деле хотел бы кое-что сказать. Давайте. То есть в чем, наверное, вот проблема, ну, то есть если вот про эти диалекты говорить, то есть с научной точки зрения же вообще нет никакой проблемы. То есть это давно уже свершившийся факт, еще в 70-е годы, что признание людей, которые говорят на особенном таком языке, который близок к татарскому, литературному, это тоже башкиры, и это признание факта наличия диалекта. Да. То есть это не оспаривается учеными. Тут есть проблема. Вот в чем проблема, как мне кажется, вот то, что... Другие башкиры не воспринимают их за башкир. Вот то, что ты сказал, да. Это конструкция понятна, то есть механика, о которой ты говорил, как это задумано теми людьми, которые осуществляют вот такую политику. Механика понятна. Просто проблема в том, что если мы говорим... Извини, что я перебью, да, еще раз извиняюсь. Просто я свою мысль хочу договорить. Я на самом деле поддерживаю обе стороны. И я думаю, что вот наличие такой дискуссии, она в принципе позитивна. То есть я поддерживаю историков, которые говорят о западном диалекте, там, Саид Баталов, там, Хамидуллин, там, какие-то прочие историки, да, то есть вот, как бы с исторической точки зрения действительно эти люди являются башкирами, как бы, да, там, по данным переписи и так далее, и так далее. Вот, как бы я их поддерживаю. И одновременно я поддерживаю тех, кто за литературный башкирский язык, потому что они беспокоятся, что слишком маленькое финансирование на башкирский язык, мы действительно знаем, что оно по сравнению с Республикой Татарстан очень маленькое, мы до этого говорили, очень мало контента переводится на башкирский язык и так далее. И я хотел бы, на самом деле, чтобы оба направления развивались, оба направления шли,
и, может быть, в каком-то противодействии друг другу, то есть в какой-то конкуренции как бы шло общее развитие, потому что диалектика процесса, она требует, чтобы, значит, по спирали все как бы развивается, да, вот как бы летит Солнце, и по спирали вокруг Солнца летят планеты, значит, в сторону, по-моему, Андромеды, галактика Андромеды летит вся Солнечная система. И, как бы это сказать-то, то есть вот когда есть такая дискуссия, и она внутрибашкирская дискуссия, да, то есть мы перешли из, вот обратите внимание, мы перешли из дискуссии башкиры против татар, ну так, в кавычках, да, мы перешли во внутрибашкирскую дискуссию. Западный диалект, там туда-сюда, идентичность там, и так далее. То есть это позитивный момент, это очень хороший момент, потому что это история, люди открывают глаза, люди понимают, что происходило, и прошло очень много лет, Советский Союз уже давно разрушен, и какие-то такие моменты, связанные там с гражданской войной, с Голодомором, значит, с Вилочным восстанием, да, то есть ну, это нужно отрефлексировать на уровне этноса полностью, да, потому что я вот сейчас, если вы меня слушаете, я обращаюсь к северо-западным башкирам, то есть ваши предки, если вы действительно, ваши предки были, то есть именно к тем, у кого люди были башкирами на переписях до 1917 года, ваши предки есть самые настоящие этнические башкиры. Они поднимали восстания, они, соответственно, где Мензелинск были, там, воевали с разными людьми, которые пытались захватить ваши земли, значит, пролилось очень много вашей крови, то есть и вы говорили на том языке, на котором вы сейчас говорите. И в определенный момент, когда, соответственно, произошел, соответственно, Голодомор определенный, Вилочное восстание и так далее, были созданы условия, чтобы ваши предки сменили этничность. То есть, потому что язык, который сделали литературным башкирским, да, не включил ваш диалект, там, как бы, он не мог включить как бы, ваш диалект. И этот язык он был создан позже. То есть, как бы, как это сказать-то, это уже было после Вилочного восстания, когда уже было опасно называть себя, значит, башкиром, там, ну и так далее, я уже не буду дальше слишком глубоко уходить. И вот, соответственно, вы являетесь коренными жителями. И как коренные жители вы имеете право говорить на своем языке. Только вот единственная просьба, как бы, понимаете, что ваш язык, то есть башкирский, и что у вас этническая принадлежность, исходя из ваших из этнической принадлежности ваших предков, она соответствующая, то есть она была башкирской, то есть как бы, да, вот это, у вас должно быть это понимание, а идентичность, как вы если выберете и так далее, это уже, конечно, личное право, то есть можно хоть там, назвать себя хоть хоббитом, хоть еще кем-то, то есть это уже личное право, тут никто не имеет права ничего навязывать. То есть тут самая идея в том, что вам показать, кто были ваши предки до революции. Да, и что язык вообще-то и диалекты у разных народов, вот, допустим, с немцами, да, там куча разных диалектов. Во Франции тоже французский язык, он как бы был Гасконь, там совершенно другой язык был Прованс, там совершенно разные диалекты, да, и потом они естественным образом пришли к единому литературному французскому языку. И это абсолютно нормальное явление, и так везде это происходит. Вот это я хотел сказать. Прошу вас. Да. Ты много сказал, я вот там буквально там в каждой части хочется, конечно, что-то добавить, но вот я только основное скажу. Вот еще раз, если вот люди профессиональные историки, профессиональные лингвисты, профессиональные политики, профессиональные там социологи, вот, то есть в чем, мне кажется, проблема серьезная вот, то есть, вот этих обсуждений, то, что многие из них происходят, скажем, в дискурсе модернистских представлений. Допустим, если мы говорим понятие литературный язык, вот дело в том, что литературный язык это довольно такая современная штука, то есть, которая появилась там, буквально в 20 веке. Вот. И не все, что нам является, там, так скажем, априори правильным, вот, касательно этого литературного понятия литературный язык, актуально сегодня. То есть, я не знаю, меня, наверное, камнями закидают, но понятие литературный язык, в общем-то, сильно обесценивается, сильно теряет актуальность сейчас.
А вот уровень проникновения технологий, например, насколько английский язык понятен там, машинам, то есть насколько много коммуникаций на нем происходит, насколько много знаний на нем распространяется, вот это уже имеет значение. Не имеет значения, что у человека там какой-то акцент английский, там, например, да, или что он там не в США там, или там в Британии вырос, а в Индии, например, но он является носителем, например, английского языка. Совершенно абсолютно неважно. Вот. Неважно, какой у него там родной язык, там еще что-то. То есть владеет вот этим языком, вот это важно. Даже там, делает он ошибки, не делает ошибки, ну, зачастую во многих вопросах это не важно. И вот я говорю, понятие литературный язык в том смысле, как оно культивировалось вот в 20 веке, оно не актуально. Да. Вот, и вот это, и, соответственно, вот эти дискуссии, которые, или даже, я бы сказал, баталии, которые вокруг вот этого дискурса происходят, они не актуальны. Они не актуальны. Вы сейчас передеретесь все друг с другом, а это совершенно, ну, с точки зрения людей, которые понимают, что происходит, именно фундаментально, на глобальном уровне, то есть это вы в песочнице просто друг друга закидываете какашками, просто, ну, это не актуально. Или, допустим, попытка превратить язык в политический инструмент, это тоже подход такой модернистский, устаревший. То есть сейчас реально, ну, никому нет дела там, ну, то есть все поняли, что это реально язык и политика, это совершенно в разных областях. Только, к сожалению, в Российской Федерации язык до сих пор по не знаю, примерно по уровню представлений там первой половины 20 века, то есть у нас вот такой уровень понимания языка как общественно-политической какой-то проблемы. Извини, что перебью, да. Я думаю, что просто у некоторых людей, которые являются властимущими, есть некие, значит, такие представления, что если мы уничтожим максимальное количество нерусских языков, да, то есть то мы минимизируем какие-то возможные сепаратистские настроения в будущем. И исходя из таких концепций и представлений, они, собственно, и действуют. Это связано и с образованием, там, и с какими-то другими вещами и так далее. Да? Тут вопрос очень такой серьезный политический, поэтому нужно ограничивать себя в высказываниях, но вполне возможно, что вот именно такие представления у некоторых людей имеются. И, например, я, когда вот жил, значит, в Подмосковье, был на фитнесе, я слышал такие разговоры некоторых людей, которые там в бассейне тоже были там. Они говорили, что вот каким образом английский язык завоевал первенство в мире, колонии, там, и так далее, и так далее. И, собственно, я тогда, это было лет, наверное, 10 назад еще. И тогда я понял, что эти люди, они, соответственно, определенным образом связаны с властимущими, они носят некие проекты по именно, значит, по русскому языку. То есть, то есть понятие билингвизма противоречит их понятиям в их голове. Им нужно всех унифицировать, всех, соответственно, сделать под одну гребенку, сделать один язык, значит, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, примерно такие понятия у них имеются. Ну, критиковать, я тут думаю, это у нас не для этого цель нашей передачи, но примерно вот нужно понимать, и мы примерно понимаем методологии, которые у них есть, ресурсы, которые они обладают для того, чтобы все это делать. У нас тут есть некое преимущество с точки зрения безопасности, я объясню в чем. Просто в конкуренции между башкирским и татарским языком мы слабая сторона. Да? Мы слабая сторона, и поэтому, когда создается искусственный какой-то конфликт, всегда поддерживают слабую сторону. Ну, либо давят слабую сторону меньше, чем сильную. И так как мы слабая сторона, то нас просто будет меньше давить. То есть татарские, там, они бы хотели бы и татарский язык задавить, но у них в Татарстане есть нормальная татарская элита, которая имеет соответствующее финансирование, которые могут выделять деньги и так далее. Да? У нас немножко ситуация в связи с политическими определенными событиями в прошлом другая. Да? И поэтому
Ну и менталитет нашего башкирского этноса на текущий момент он немножко другой, чем у татарской нации. Да? То есть я произношу именно татарской нации, не татарского этноса. Потому что как бы, у меня есть свое понимание определений, да, вот именно, я говорю, на текущий момент, да, я не говорю про будущее. Знаешь, я вот сразу хотел бы вот серьезно заметить вот один момент. То есть в моем представлении вот это понимание конфликта, конкуренции между башкирами и татарами, и тем более между башкирским и татарским языком, оно, во-первых, надуманное в современных реалиях, и, во-вторых, оно пришло там с того момента, когда эти языки формировались, литературные языки формировались, там, эти автономии формировались. То есть это, в общем-то, политические проблемы начала 20 века. Вот. И то, что сейчас эти идеи культивируются в обществе и намеренно раздуваются, ну, как проблемы, как будто существующие проблемы, это вообще неправильно. И вот я вот тут на днях Тимур Мухтаров сказал интересную вещь, на мой взгляд, интересно, что с точки зрения мирового опыта мы имеем такую очень уникальную ситуацию. То есть башкирский и татарский языки настолько близки, потому что они имеют общего предка, я имею в виду общих предков именно с языковой точки зрения, настолько близки, что они формируют единое языковое поле. И это ключевой момент. То есть мало в мире регионов, где совершенно два разных, ну, с точки зрения науки, там, языка, формируют с точки зрения простых людей единое языковое поле. То есть есть много примеров деревень, где, например, часть населения считает себя башкирами, а часть населения татарами. Бывает даже 50/50. Они живут в едином языковом пространстве. То есть это без сомнения, этот факт, мне кажется, единственное, до конца не исследован с научной точки зрения, но для простого человека это факт. Он оказывается в этой среде, и она единая, она неразрывная. То есть это больше похоже на, не знаю, ситуацию с немецкими диалектами или там с итальянскими диалектами языка. Вот, то есть, но они существуют как бы в поле как бы единой нации, да? Вот. А у нас получается, что языки настолько близки, что получается искусственно навязывается вот это политическое понимание. А по факту, с точки зрения обывателя, с точки зрения простых языковых проблем, два языка не конкурируют между собой. Вот. И, допустим, я вот много раз говорил, что на самом деле даже башкирские разработчики, там, не знаю, все, кто занимается языковыми проблемами, заинтересованы в развитии татарских продуктов в том числе. То есть и, по идее, наоборот, то же самое работает. То есть, по идее, все, кто делает татарские продукты, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы развивать башкирский. Потому что, например, в том же Башкортостане живет много татар, и наличие общего единого мощного языкового поля, и мы рассматриваем именно языковой вопрос, оно принципиально играет важную роль. Вот. И, допустим, когда мы смотрим, там, я вот замечал, например, там, республика выделила деньги на татарские проекты. Это очень круто. То есть и надо выделять эти деньги, потому что вот по одной простой причине татарский и башкирский язык формируют единое языковое поле. Это вот уникальное, классное явление. И если бы все люди рассматривали именно конкретно языковую проблему вот так, то мы бы очень сильно продвинулись вперед. Илья, я во многом согласен, за исключением нескольких моментов. Первый момент. Вот в литературном языке халмахавет, там, салмусыс, там, и самосыс все-таки немножко разные слова, и поэтому есть какие-то ограничения, где мы вместо буквы х поставить с просто автоматически не можем. Хайер, сайер, там, да, и что-то харак, там, сарак, соответственно, это все-таки разные слова. То есть это первый момент. Второй момент. При этом мы, конечно, должны друг друга понимать, и компьютерные программы, учебники должны иметь возможность выбора, в том числе и западного диалекта, да, башкирского языка и так далее. Это первый момент.
Второй момент, я в качестве примера хотел бы, контрпримера некого такого привести чехи, словаки, да? И азербайджанцы, и турки. То есть языки турков и азербайджанцев очень похожи, языки чехов и словаков очень похожи. Но самоназвание этих этносов, этих наций, они разные. То есть они все-таки разные этносы. Они, возможно, тоже можно сказать, что они формируют одну языковую среду, что-то в этом роде. Как бы, да, вот чешский, словацкий, они раньше были в едином государстве, Чехословакия и так далее. То есть это вопрос классификации. Как захочешь, так и классифицируешь. Вот приедешь туда, вот я учебе решил, что у них такой-то диалект, давай их назовем таким-то языком. Приеду туда, скажу, вот давайте назовем их отдельным языком. Это как классификация, это чисто конструктивизм. Как кто-то там решил, так и будет. Надо отделять лингвистические и политические проблемы. То есть, и вот я и говорю, что с точки зрения лингвистических проблем, то есть совершенно важно вот это позитивное явление. Да. Вот. И, допустим, если бы была возможность создавать стратегию по сохранению вот этих двух языков, я считаю, было бы очень здорово, если бы те люди, которые занимаются, например, башкирским и татарским языком, делали это вместе. Согласен. Если бы они это делали вместе, и вообще люди, которые развивали эти языки, вместе работали бы, то, скорее всего, прогресс был гораздо значительнее. Да. Вот. А политические проблемы, это как, например, там, ты приводил там, Чехословакию, это совершенно другая область. Вот. И с точки зрения политики, там уже это какие-то другие вопросы, там, совершенно другие проблемы. То есть у нас неправильное понимание, то, что язык жестко привязан к политическим проблемам. Это неправильно, это вообще очень конструктивистский подход. То есть нам нужно отойти от этого. И что неправильно с точки зрения вот современной, вот сейчас новости читаешь или вот то, что происходит, то есть неправильно то, что люди, которые сейчас этими языковыми проблемами занимаются, во-первых, делают это конструктивистскими способами, то есть на старый конструктивизм начала 20 века добавляют новый конструктивизм, якобы чтобы исправить эти проблемы. Но они не исправят эти проблемы, они добавят новых. И придется через там, 30 лет опять кому-то это все решать, там, условно говоря. То есть, и плюс они, решая политическими методами языковые проблемы, создают новые политические проблемы и новые языковые проблемы. И мне кажется, вот это важно. Никто не считает убытков возможных, предстоящих. Да, я твою мысль понял. Я продолжаю оставаться при своем мнении. То есть я считаю, что нужно одновременно, значит, и поддерживать башкирский литературный язык, и одновременно помогать тем людям, кто, значит, придерживается западного диалекта башкирского языка, чтобы они имели возможность говорить и осознавать свою башкирскую идентичность и говорить на западном диалекте башкирского языка. И чтобы тот язык, на котором они говорили, чтобы он был признан всеми, в том числе башкирами, которые говорят на литературном языке, и этот процесс сейчас идет, чтобы когда люди, башкиры, увидят, башкироязычные, что, которые с литературным языком, что вот эти люди говорят на каком-то другом языке, немножечко отличающимся, чтобы не говорили, что это татарский язык, и не говорили, что они татары, чтобы говорили, что вот, да, ваши предки башкиры, это ваш северо-западный диалект башкирского языка, и мы вместе в будущем будем составлять башкирскую нацию с разными диалектами и так далее, и так далее. То есть здесь важно уважение, взаимоуважение, и как раз от гражданского общества, когда нет эгоизма, когда кто-то пытается какой-то диалект, значит, заставить других под какой-то там, какие-то литературные нормы, что-то там сделать и так далее, да? То есть я поэтому поддерживаю и то, и другое, и при этом мы понимаем, что в Татарстане гораздо больше поддержка татарского языка, там больше финансирования, там, и так далее, и поэтому можно понять и тех, кто на стороне литературного башкирского языка, потому что они просто понимают, что очень маленькие ресурсы, и, соответственно, если какая-то часть этих ресурсов будет еще тратиться на западный диалект, то там вообще ничего не останется, как бы, да? Их тоже можно понять. И одновременно нужно понимать, что западные, значит, люди с западным диалектом, они, как бы, ну, то есть я поддерживаю и тех, и других, как бы, да, вот это как бы моя мысль. И, в принципе, я считаю, что конфликта нету, я считаю, что есть определенные лица, которые заинтересованы в конфликте, но я верю в то, что разум победит, и представители и башкирского, и татарского этноса, они, собственно, понимают, что к чему, для чего все это делается, для чего какие-то конфликты искусственно раздуваются.
И, то есть вот когда некие, значит, как бы, как это сказать-то, когда кто-то пытается из вас сделать марионеток, то можно как бы изобразить из себя марионеток, то есть какую-то там научную баталию, там еще что-то, да, но реального конфликта не иметь. Вот я думаю, что вот то, что есть какие-то там баталии там, по поводу диалектов, еще что-то, это не конфликт, это что-то такое, знаете, как это сказать, изображение конфликта. Да? То есть, вот, ну, то есть вот сверху хотят, чтобы был конфликт, ну давайте поизображаем, что у нас конфликт. Да? Ну, возможно, смотри, то есть в чем мое дополнение, то есть не обязательно речь идет о том, что конфликт искусственно раздувается там, сверху. То есть часто это просто либо от устаревших философских концепций, то есть, которые доминируют в обществе или там в элитах доминируют, либо просто необразованно зачастую. То есть, то есть, условно говоря, если бы больше было профессионалов, именно, которые занимаются теми проблемами и решают именно в той плоскости, которой надо, то есть, например, если это лингвистическая проблема, но надо ее решать лингвистическими инструментами. Если это политические проблемы, это политические. Если это общественные проблемы, соответственно, общественные механизмы. То есть не мух от котлет надо отделять, а у нас на самом деле очень много перемешано, и сейчас для этого не всегда есть основания, то есть перемешивать эти проблемы и эти области. Еще, кстати, вот хотел добавить насчет сколько денег выделяется. Если смотреть по документам, то есть совокупность его посмотреть, то есть нельзя сказать, что в Башкортостане мало денег выделяется на развитие, на сохранение и развитие языка. Другой вопрос, на что эти деньги тратятся и как они эффективно тратятся. Да. То есть я думаю, что больше проблема лежит в плоскости не отсутствие финансирования. Нецелевого использования средств, но это уже термин из юридической практики, где прокуратуры там, и так далее, для счетной палаты. Вот здесь я тоже не согласен. Смотри, то есть мотивы будут, то есть вот ты считаешь, что мотивы могут быть коррупционные, а мне кажется, больше проблем здесь условной необразованности. То есть вот люди, которые там делают какие-то важные проекты там, или какие-то там государственные программы, они зачастую либо сами, либо их организации, они просто устаревшие, они просто вот не приспособлены к современной жизни, и они просто физически не могут сделать то, что они вот заявили, или то, что от них просят. Вот, например, они, люди там советской закалки, сидят, а с них просят там сделать какой-то современный продукт. Но мы же, вот придешь ты к бабушке, будешь просить, чтобы она что-то современное тебе... Придешь в АвтоВАЗ, скажешь, сделайте Мерседес, они нифига не сделают. Да, давай, бабушка, давай стань блогером, модным, современным, ты же все понимаешь. Но это же нереально. То есть для этого и нужно модернизировать бюрократию, условно, в широком смысле слова, да? То есть изменять, то есть приходят вот новые люди, они, соответственно, должны приносить новые методы управления, они должны формировать новые команды, новые подходы, то есть что-то менять, потому что, вот, я говорю, мы как бы родственник Беларуси, где у нас с советских времен некоторые вещи сохранились, но так быть не может, вот, и допустим, я думаю, что зачастую вот ты там теории заговора какие-то иногда, например, то есть подразумеваешь, видимо, то есть, а мне кажется, само государство зачастую заинтересовано в решении этих проблем, но оно, то есть либо сталкивается с неэффективностью внутри себя, там, или отдельных каких-то узлов, там, да, система сталкивается. В общем, либо недостаток кадров, там, либо еще какие-то куча других проблем. То есть я думаю, что не всегда проблемы не решаются из злого умысла. То есть я думаю, что есть целая совокупность проблем, связанных с этим. И я думаю, что проблема вот в Башкортостане, главное, чтобы общество и государство, и вообще, и может и бизнес там, пыталось решить эти проблемы совместно. Вот. А у нас пока наблюдается некая такая искусственная конфронтация и вообще, то есть, что-то,
скажем, ну, не всегда адекватно, не всегда логически развиваются. Вот смотри, ты сказал не конфронтация, а сказал искусственная конфронтация. Очень важно. То есть это опять же в сторону теории заговоров, да, как бы. Ты понимаешь, да? Может быть, это менталитет соответствующих людей, что им нужна конфронтация, я не знаю, может быть. Возможно, есть, как бы, возможно есть какие-то причины или мотивации, которые просто с точки зрения там, простых обывателей не видны. Да, я еще раз хочу подчеркнуть, лично я никакого проблемы с северо-западным диалектом вообще не вижу. То есть я считаю, что это искусственно придуманная проблема, я вообще никаких проблем с этим не вижу. То есть я не являюсь носителем северо-западного диалекта башкирского языка, не являюсь носителем татарского языка, я хотел бы знать литературный башкирский язык, это однозначно. Но при этом я прекрасно отношусь к северо-западному диалекту башкирского языка и считаю, что если люди будут на нем говорить, обучаться, смотреть и так далее, то это будет очень хорошо, и именно в этом направлении нужно двигаться. И как-то примерно так. Вот. И идеальный вариант – это когда в школах они бы изучали башкирский как литературный, и, соответственно, имели возможность еще дополнительно, допустим, выбрать какой-то свой диалект башкирского языка, допустим, да, то есть там, потому что, вот так. Ну, понятное дело, что у нас ситуация такая, что с образованием у нас там вообще все полный ахтунг, да? Поэтому это так все ясно. Хорошо, у нас мы очень уже больше часа, у нас идет, 1:20 уже идет. Давайте последнюю тему рассмотрим, если вы не против. Цифровой концлагерь и как цифру заставить служить во благо башкирской нации. Прошу, Эльдар. Цифровой концлагерь. Видимо, подразумевается какие-то... Урумчи, Суар, Средиземно-Угольский автономный округ, ханьцы, 77% населения Китая, пытаются навязать ханьскую идентичность уйгурам, тибетцам и прочим этносам, Китая, возможно, нациям, возможно, этносам, я не знаю уровень их развития, являются ли они гражданским обществом, просто обществом, стадом, либо у них внутриэтнический каннибализм, и одни уйгуры будут других уйгуров сдавать ханьцам, стучать на них и так далее, и так далее. То есть в зависимости от того, как они между собой ведут, у них, одна из этих 4 стадий, и, и понятно, да, о чем я говорю. Понятно. В общем, давайте на эту тему про цифровой концлагерь. Окей. Вообще, я думаю, что у людей более популярны всегда негативные темы, связанные с цифровизацией, и не очень много позитивных. То есть, начнем с негативных. То есть, я считаю, что китайский опыт или вообще мировой опыт по использованию цифровых технологий для слежки, для преследований, для контроля людей, то есть это во многом, так и скажем, не от большого ума. То есть, например, Китай, понятно, то есть у них все еще доминирует, так скажем, в партии, видимо, доминируют такие конструктивистские подходы к развитию государства. И есть, я думаю, какой-то идеологический кризис вообще, как дальше развиваться. Собственно, но в руках мощные инструменты в виде, то есть, например, у них это как в руках оказалась мощная винтовка, и надо обязательно пострелять. В общем-то, стрелять не обязательно. То есть винтовка тебе нужна для, каких-то, не знаю, охотиться, добычу себе добывать, кушать, то есть любой инструмент можно применять разумно и так, чтобы все были, так скажем, в плюсе. А когда ты не умеешь этим пользоваться, это когда аборигенам дают какой-то современный инструмент, они начинают пытаться применить его там, где он, в общем-то, и не нужен. То есть я думаю, что во многом эти попытки ограничения интернетов, эти цифровые слежки и куча этих других вещей, они связаны, это просто мощную игрушку дали кому-то, кто не понимает, как с этим работать по-настоящему, и они пытаются играть, они играются в эти игрушки. А с точки зрения долгосрочных последствий вряд ли это получится. Потому что само общество тоже рано или поздно будет овладевать этими инструментами, и то есть, тоже будут инструменты, которые спокойно этому противодействуют, или вообще какие-то классические механизмы в обществе будут противостоять этому навязыванию цифровой слежки и всего этого дела.
Это во-первых. И во-вторых, я думаю, что будут побеждать те государства, которые используют вот эти современные технологии для позитивных, решения позитивных, для улучшения жизни людей, так скажем. Вот. Те, кто будет для улучшения использовать, они все равно выиграют. Это вот как, то есть не обязательно оружие нужно для того, чтобы его применять, условно говоря, да? Вот если вот с этой точки зрения рассуждать. Вот. Но просто это дефицит воображения, дефицит понимания современных методологий управления, дефицит адекватных, не знаю, национальных идей. Там. То есть вот везде, где возникают такие проблемы, или, например, возникают проблемы с легитимностью, там, то есть везде пытается применять цифру как оружие, ну, по факту, против общества. Вот. И я думаю, что в целом эти концепции... И против других государств. И против других государств. То есть это будет, безусловно, это будет дальше развиваться. И, то есть это действительно есть такое. Но если долгосрочно, вряд ли это будет, не знаю, короче, вот эти киберпанк, короче, он в таком виде вряд ли случится. Вот. Потому что есть более мягкие способы применения всего. И вот если мы говорим про более мягкие способы, зачастую вот эти цифровые технологии оказываются позитивным явлением. Пример. Вот много сейчас ставят во дворах камеры. Вот. Зачем это делается? Вот, то есть каждый может с телефона там посмотреть камеру. А потому что, вот, например, там стекло тебе разбили на машине, все понимают, что это же позитивно, это классно, это вопрос безопасности. Как бы, и вообще мало кто думает о том, что вот его снимают, там еще что-то. Если мы начнем считать, окажется, что позитивных моментов, связанных с цифровыми технологиями, с цифровизацией, их гораздо больше. И в целом можно сказать, что в конце концов они все-таки больше улучшают жизнь, чем ухудшают. Вот. И поэтому любое общество, на мой взгляд, заинтересовано в развитии цифровых технологий и вообще вот этих современных, и не только информационных, но вообще передовых технологий, инноваций. Вот. И наоборот, те общества, которые либо отворачиваются от этого развития, либо будут применять не по назначению, вот как китайцы применяют, не по назначению, как оружие против своего общества, я думаю, они будут проигрывать. Вот. Я понял твое мнение. Если можно, я тоже выскажусь. Значит, я считаю, что искусственный интеллект, цифровизация – это инструмент, то, как будет использован инструмент, зависит от тех, кто программирует, кто владеет этим инструментом. В случае с государством Китай и их идеологией мы видим следующий момент. Мы знаем, что есть рептилоидная часть мозга, которая отвечает за еду, разложение, доминантность. Это вот три основные функции, что хочет рептилоидная часть мозга. И государство Китай хочет доминантность, доминировать в мире. То есть свою идеологию коммунистическую по земному шару, навязать ханьскую идентичность, ханьский язык, значит, уйгурам, тибетцам, лишить их, в данном случае, в случае с уйгурами, значит, исламской религии, в случае с тибетцами буддизма, решить, чтобы они там поверили, значит, этим, как называется, коммунистическую партию Китая и так далее, и так далее. То есть вот эта доминантность, она проявляется в том, чтобы навязать свое, язык, культуру, идентичность кому-то другому. И этим грешат, большинство. То есть вот все, кто есть, в том числе и западная цивилизация, да, но в западной цивилизации есть понятие толерантности. Да, вот когда мы говорим про Европу, допустим, там есть разные государства, и никто же не навязывает этим разным государствам какой-то единый язык, единую культуру и так далее. А там есть понятие толерантности, и исходя из понятия толерантности, у каждого может иметь свой язык, еще что-то и так далее, своя идентичность. То есть есть такие моменты. Что касается, значит, я все-таки считаю, что действительно во благо человечества можно использовать цифровые технологии, и действительно в будущем так и будет. Но, тем не менее, велик соблазн у тех государств, доминирующих каких-то личностей, идеологий. По-моему, выключился. Нет, работает, да. Есть соблазн использовать эти технологии, значит, для того, чтобы свою доминантность каким-то образом, значит, проявлять, навязывать и так далее, и так далее. Вот. Здесь мы, наверное, уже должны постепенно завершать, Ильдар.
очень было интересное интервью. Я хотел бы вот по поводу цифрового концлагеря, это я в кавычках взял. То есть действительно я не думаю, что цифра это во вред, это естественно во благо, как бы это все понятно. Я хотел бы именно услышать от тебя, как цифру поставить служить во благо башкирской нации в будущем. То есть, ну, потому что я исхожу из того, что сейчас нет башкирской нации, есть башкирский этнос, да, как бы. Вот как поставить цифру во благо будущей башкирской нации? Как ее поставить уже сейчас во благо будущей башкирской нации? Прошу. Ну, есть очень много применений цифровых технологий, которые помогли бы легко победить кучу проблем, которые накопилось. Я просто приведу примеры. Например, тех проектов, которые я вот уже для себя решил, что они бы могли бы сработать, но они достаточно масштабны. Пример. Вот мы решаем проблему идентичности. Для башкир важная часть идентичности – это их шежире. Также. Вот. Но мало у кого шежире в формализованном каком-то цифровом виде. В принципе, вот я такое проводил небольшое исследование, оценку для себя, что мы могли бы спокойно создать общее башкирское шежире, вот это цифровое, которое любому человеку, условно, 2 клика могло бы давать ему четкое понимание, и не только башкирам, вообще любым, четкое понимание некой взаимосвязи с башкирами и вообще с предками в прошлом. Вот. Потому что есть и базы данных, есть и куча шежире уже описанных, есть современные исследования, в каждой семье, наверное, есть такие исследования. И, в принципе, ничего не мешает объединить это в нечто общее, добавить туда технологии машинного обучения, искусственного интеллекта, для того, чтобы упростить задачу для человека, то есть чтобы задача поиска и сопоставления информации занималась машина. А уже человеку просто выдавать некие готовые результаты, готовые предложения или готовые предположения. Вот. И вот эта штука, она могла бы объединить, общество, она решила бы проблему доступа к такой информации, потому что сейчас это нужно идти либо в архив, это либо надо вот на сайтах вот этих ковыряться, там, сопоставлять всю информацию. Очень много информации на письменности старотюркской, вот этой, то есть на основе арабской графики или там на основе латиницы. Там. В общем, есть много текстов, которые могут понять только специалисты. Вот. И если бы была простая информационная система, которая позволяет любому проверить, вот, допустим, хорошо, предположим, есть какие-то татары, которые имеют, или там русские, имеющие в прошлом башкирских предков. Вот, они бы могли тоже посмотреть и, допустим, если это важно там, для них, они, исходя из этого, это тоже повлияло бы на их идентичность, как они себя воспринимают. Не обязательно менять, а в смысле сделать ее более полным, свое представление о том, кто ты есть в этом мире. Правильно? Да. То есть это же всегда классно. Или, например, есть вот эти генографические проекты современные, то есть общий генографический банк данных то же самое, такую же проблему бы решал. То есть сопоставление данных, он нам бы давал представление, более точное, научно обоснованное представление о том, кто мы есть. И это сильно влияет на идентичность, сильно влияет на самоощущение, сильно влияет на все. Цифровые технологии дальше. Язык. Вот, например, наличие условной башкирской Сирии, мы там в шутку они себя называли, оно бы вообще сняло бы кучу проблем. То есть связано с коммуникацией. Дети, скорее всего, бы думали, что башкирский язык это норма. То есть, и они бы даже, то есть наше вот это представление о том, что башкирский язык теряется, там его там не хватает, там еще что-то, скорее всего, они бы даже не понимали этой проблемы. А вообще создать такую штуку не так-то уж и сложно. И даже деньги на нее выделены еще давно. Вот, и, просто они не могут, то есть они все время попадают к людям, которые они не знают, что с этим делать. Они не знают, с какой стороны подойти, и не знают,
вроде и хотят, вроде и там и горят, но А ты знаешь, как это сделать? Да, я знаю, как это сделать. Мгм. Вот я просто пример привожу, как Мгм. цифровая технология, и все вот эти там кучу проблем, вот, которые мы обсуждаем, более мелких, они бы сразу были бы не актуальны. Мгм. Просто мы бы перепрыгнули на два, то есть вместо Апгрейд. одного шага мы сделали бы сразу 2 шага, прыжок, да? Да. Вот, и все, вот эти старые проблемы автоматически были выброшены на... Вместо этого часть творческой интеллигенции башкирской продолжает писать всякие книжечки, которые мало кто читает, ну, в общем, и так далее. Ну, понятно. Пример еще Да, один, да. еще один хороший пример. Очень часто говорят о национальном образовании. И вот даже меня в группу приглашали по созданию концепции национального образования. Но я был разочарован уровнем дискуссии, которые там происходят внутри. Мгм. Вот, формально проблему отсутствия национального образования, она действительно почти отсутствует, могли бы решить цифровые продукты. То есть, в принципе, нам и сейчас никто не мешает создавать такие продукты. Вот, насколько я знаю, в Татарстане, например, сейчас эксперимент такой проходит по созданию национального, это они национальный университет, такой, элементы национального университета, они создают платформу, где собраны курсы о татарской истории, культуре, там, вот таких вещах. То есть, в принципе, вот такие платформы и вот такие инструменты, они работают. И возможно, при развитии таких технологий, то есть, в общем-то, классические, может, университеты, там, классические какие-то инструменты или школы, они в каких-то вопросах потеряли бы актуальность, а те проблемы, которые вызываются в обществе из-за их отсутствия, ну, то есть вот это ощущение, что вот нас притесняют там, или еще что-то, они бы были автоматом сняты, и снятие этих проблем было бы в десятки раз дешевле, чем сейчас. Я даже добавлю, вот моя дочка ходит в школу, учи.ру, есть такая платформа, как бы, да, и она там через планшет все это делает. Учи.ру перевести на башкирский, и математика на башкирском через учи.ру, там, биология на башкирском, химия на башкирском, все. Вот как бы онлайн-уроки сделать на башкирском. И в принципе это недорого, это один раз надо сделать, да, и получается вся школьная программа в планшете через там какие-то программы типа учи.ру, только на башкирском, да, и вопрос снимается, и нет никакой обязаловки людей, кто не хочет это учить, значит, заставлять это учить. И одновременно невозможно, значит, никакому государству, никакому режиму, невозможно тех башкир, которые хотят своих детей этому обучить, невозможно их никакими законами сделать так, чтобы они не смогли это изучать. Как бы, да, это вот такой момент. И у меня вот такой, раз ты айтишник, я хочу задать, я наконец-то пришел на «ты» в конце интервью. Значит, хотел бы такой конкретный вопрос. Google Translate. Вот Google Translate сейчас есть на татарском. Что нужно сделать, чтобы Google включил башкирский язык в список языков, которые они переводят, соответственно, ну, на башкирский язык, чтобы все переводилось? Как это вообще организован процесс? Ну, мы вот в прошлом году и вот в этом году подавали заявку на грант, как раз чтобы вот решить вот эту проблему. Концептуально все просто. Нужно иметь большой корпус, то, что называется корпус параллельный, где вот одно предложение на русском, другое предложение на башкирском. Сопоставление вот этих двух предложений дает машине понимание о взаимосвязи слов и предложений и конструкции словесной в двух языках. То есть дальше машина обучается на большой базе данных из вот этого корпуса и начинает достаточно точно предсказывать возможный перевод. Вот, то есть все, что нужно по факту, это вот большой параллельный корпус. Где-то размер его от 1 миллиона словоупотреблений до 5 миллионов примерно. Ну, то есть чтобы это все заработало. А сейчас есть такой корпус? А сейчас корпус есть, его объем где-то порядка 250 тысяч словоупотреблений. То есть, ну, если взять среднее 2,5 миллиона между 1 там, и 5 миллионов, то нужно еще в 10 раз больше. Ну, татарский корпус сейчас порядка, наверное, 1,5 миллиона. Ясно. А нельзя ли взять, вот из-за того, что татарский язык очень близок к башкирскому, просто взять татарский корпус, в татарском корпусе там сарык, вместо сарык харык сделать там, да? Ну, как бы вот условно. Можно ли, да. Вместо интересный вопрос. сделать ось. Да,
хороший вопрос. Мы, в общем-то, вот в своем проекте так и планировали. То есть мы планировали взять несколько источников для пополнения этого корпуса. Один из способов пополнения был взять татарский корпус и локализовать его по-башкирски, на башкирский, потому что они, языки очень действительно близки, и ну, как бы процесс этот легче, чем просто перевод с нуля. Я понял. Еще такой вопрос. То есть, в принципе, если дать Google корпус, то они через какое-то время, там, через год, грубо говоря, сделают Google Translate на башкирском. Нет, они не через год, они сразу сделают. Сразу сделают? Сразу сделают. То есть просто нужно дать им просто даешь им корпус, они обучают на этом, прогоняют это через свой алгоритм, создают модель языка башкирского, и уже вот эту модель используют при выдаче запросов. Я вот извиняюсь, нужно дать именно корпус литературного башкирского языка, именно литературного, чтобы они без... Да, конечно. Окей. Следующий вопрос связан с... Вот смотри, на YouTube субтитры идут, можно выбрать перевод субтитров на какой-то язык. Если в Google Translate будет башкирский язык, правильно я понимаю, что рано или поздно любой фильм, допустим, на испанском, там, на французском, на английском смотришь и выбираешь перевести субтитры с языка оригинала на башкирский, и они будут переводить на башкирский. Если фильм уже обладает субтитрами на каком-то из языков, либо он создан на языке, который Google умеет распознавать, это значит, что можно пустить башкирские субтитры. Если эти субтитры есть... Два способа. Либо там субтитры уже есть вшиты, в смысле, теми, кто выкладывал ролик, субтитры на каком-то из языков, понятно, Google уже были, либо Google может распознать, например, он может спокойно распознавать английский, немецкий, испанский, ну и другие языки. Вот я почему-то не видел, чтобы автоматически на татарский YouTube переводил там с английского на татарский субтитры. Ты видел это или нет? Не обращал внимания? Скорее всего, там нужно произвести некие, скажем, манипуляции в том, чтобы они дополнили. То есть не обязательно один продукт сразу наследует преимущество, ну, как бы, фишки из другого. То есть, условно говоря, чтобы они дополнили в YouTube вот эту функцию, это нужно с YouTube связаться и сказать, вот в транслейтере появился вот такой язык, надо дополнить. Они просто допишут, и это будет. То есть, ну, исходя из того, что в Google Translate есть татарский язык, ну, можно ожидать, что в течение, там, грубо говоря, 5 лет, как максимум, да, грубо говоря, появится в других продуктах. Да, в том числе на YouTube будут субтитры на татарском автоматически переводиться. Да. И вот это означает, что по сути миллионы всяких видеофайлов, фильмов там, на английском, на немецком, на французском, на испанском, если будут субтитры, значит, в Google Translate башкирский язык, можно будет смотреть, и внизу будут субтитры на башкирском языке, и это будет просто мега, значит, удар по тем людям, которые хотят уничтожить башкирский язык. Ну, извиняюсь, конечно, за такое, как бы, то есть это не стрелять из рогатки, когда какую-то книжечку на башкирском там написали, еще что-то, да, это вот именно оружие массового поражения, когда любое видео можно посмотреть с башкирскими субтитрами, и искусственный интеллект автоматически добавляет эти субтитры на башкирском, как бы, да. Вот. Вообще вот сразу глобально хочется сказать, в принципе, вот это желание каких-то людей, допустим, если оно есть, избавляться от каких-то языков, это на самом деле очень болезненная штука, мне кажется. То есть в целом человечество от наличия кучи разных языков всегда только выигрывает. То есть это и с научной точки зрения доказано, это и с социальной точки зрения совершенно понятно, когда человек может говорить на своем родном языке или хотя бы понимать, он себя просто чувствует более полноценным членом общества. Так это сказать. действительно так, просто вот есть же такие люди шовинистических взглядов, которые заинтересованы, значит, в неком монолитности, в унификации и так далее, и так далее. И мы прекрасно понимаем, что я более глубоко не могу говорить, но мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. И, к сожалению, вот как бы есть люди, которые исходят из таких устаревших понятий, и это данность жизни, и с этим как бы на текущий момент мы ничего сделать не можем. И поэтому вот как бы
мы имеем то, что имеем. То есть, как бы, я действительно, как бы, вот, просто из этих соображений я как бы об этом сказал. Как бы, да? Вот. То есть, вот, некая цифровизация, она, это оружие массового поражения, которое позволяет, значит, поставить надежный заслон раз и навсегда любым попыткам уничтожить тот язык, который был цифровизирован. Вот что я хотел сказать. Ну, я думаю, нам нужно уже завершаться, потому что мы уже 1 час 44 минуты вторую часть передачи нашей ведем. Поэтому, если у вас есть какое-то финальное слово, прошу, Ильдар. Ну, какое финальное слово? Я просто вот еще раз хочу подчеркнуть, что цифровизация — это не про айтишников, это не про каких-то гиков, там, каких-то там людей, которые где-то далеко. Там. Вот. Это наша современная жизнь, и это касается каждого. И то есть вы никак не можете остаться в стороне от этого. То есть, и это не что-то плохое, там, это как проникновение, там, не знаю, гигиены каких-то там, письменного языка в жизнь людей. То есть это совершенно нормальный, обычный процесс, ну, в современных условиях. И каждый человек, ну, то есть в том числе и башкирское общество, мне кажется, должны тянуться к развитию, к проявлению себя, собственной культуре в каких-то современных новых формах. И совершенно убийственно пытаться остаться от этого в стороне или заявлять, что вот это все от лукавого, там, типа, что вот это все очень плохо. Вот. То есть это каждый должен понять. И пока каждый из нас не начнет вообще вот, двигать всю вот эту общую тележку в этом направлении, вряд ли мы достигнем успеха. То есть мы все должны жить с вот этой органичной вот этой мыслью, что это просто норма. Это не что-то новое, это не что-то такое экстравагантное, то есть не для гиков, это для всех. Вот. Да, Ильдар, абсолютно согласен. Ильдар, спасибо огромное за интервью. Было очень интересно, очень много разных позитивных мыслей, значит, историй. Я много чего узнал нового, и я надеюсь, зрители YouTube-канала Bashkirtization также узнали очень многого. Исходя из нашего интервью, я думаю, что в будущем, если ты не против, мы будем также проводить какие-то другие темы, уже более узкие. Значит, у нас сейчас получилось очень обо всем. Обо всем по чуть-чуть, но действительно такое получается, когда собеседник очень интересный. Значит, это был такой некий обмен мнениями. Я думаю, что мы не перешли какие-то рамки, какие-то такие негласно установленные рамки, может быть, по грани прошли, но не перешли. То есть, и поэтому мы не будем ничего вырезать. Да, то есть, соответственно, я себя политиком не объявляю, в отличие, там, мы знаем, о ком идет речь. Цели, соответственно, у меня ставятся простые, значит, перевод видеоконтента там, от фильмов на башкирский язык, вот лично у меня там, как у Ильдара, не знаю. То есть, соответственно, то, что мы обсуждали такие общие проблемы, это была общая философская такая беседа в какой-то части. Вот. Никаких политических вопросов мы не ставили, собственно. Лично я лояльно отношусь к действующим властям Республики Башкортостан, да? Вот. Так, что еще можно сказать? Надо поблагодарить Ильдара Кенебулатова за ту работу, которую он проделал, и ту работу, которую в будущем, я надеюсь, он еще будет делать во благо башкирского языка, по сохранению культуры языка, развитию башкирского языка и в прочих смежных областях. Спасибо, Ильдар, большое. Спасибо, что пригласил. Будем рады видеть на интервью в будущем. Спасибо. Пока. Рахмат.